Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Елге Хазмет», которая посвящена президентскому молодежному кадровому резерву. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев высказал идею о создании прозрачного, эффективного социального лифта для талантливой молодежи. В соответствии с поручением главы государства, Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву при президенте Республики Казахстан утвержден порядок отбора в резерв и план его проведения. По итогам заседания Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву при президенте в 2019 году в резерв было зачислено 300 кандидатов для занятия руководящих должностей в системе государственного управления и квазигосударственного сектора. В 2021 году в резерв зачислено 50 кандидатов. Резерв сформирован только для государственной службы и срок пребывания в резерве 3 года. Целью данного отбора служит выявление и привлечение молодых талантов. Одним из победителей президентского молодежного кадрового резерва стал гость нашей программы Илья Сергеевич Теренченко. Илья Сергеевич, добро пожаловать на нашу студию. Для начала разрешите поздравить вас с назначением на пост председателя областного филиала партии «Аманат». Это серьезный шаг в вашей деятельности, высокое признание на профессиональном поле, что еще раз доказывает, что ваша победа на конкурсном отборе молодежный кадровый резерв заслуженная. Расскажите, что вас мотивировало участвовать в данном отборе? Копр Ахмед, спасибо большое за поздравления. Но меня не назначили, меня избрали. В партии процедура назначения, она по-другому, она избирается на конференции, это вот буквально вчера было. Что касается выдвижения, я хотел бы чуть вернуться в 2019 год. Я был доверенным лицом на тот момент кандидата в президенты Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В предвыборной программе была особая отведена роль молодежи, продвижению молодежи, выдвижение именно новых молодых лидеров. И вот именно той инициативой я вдохновился еще, когда работал в центральном аппарате и входил в республиканский штаб кандидата президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. И вот после его избрания президентом одна из таких первых мощных инициатив по поддержке молодежи была создание президентского кадрового резерва, то есть ПМКР, куда вошли 300 спартанцев, мы так называемся, да, в простонародье говорят 300 спартанцев, но это 300 членов ПМКР, президентского молодежного кадрового резерва. Что сподвигло мной туда пойти, попробовать свои силы, это, конечно, наверное, возможность еще раз себя протестировать. Вообще в жизни есть такие простые правила, что никогда не нужно расслабляться, нужно всегда работать над собой. Я не считаю себя очень опытным, грамотным человеком. Я считаю, что я тот человек, который каждый день учится, каждый день работает над собой. И для меня в первую очередь важно было пойти и проверить, на что я способен. Ну, получилось так, что я прошел, и, между прочим, по рейтингу из 300 я 5-й в рейтинге. Мое решение было осознанное, я об этом никогда не жалел и жалеть не буду. Многие участники говорили, что отбор был несложным. Как было в вашем случае? Какие были трудности, каков порядок отбора? Верили вы вообще, что войдете в состав? Я считаю, что платформа вообще сама цифровая, которая была подготовлена для именно прохождения поэтапно, она была очень грамотно сработана. И вот сейчас, как говорят, кадровый резерв 2.0, к нам же еще добавилось 50 человек, да? Они говорят, что сложнее, да, по сравнению с нами, да, есть какие-то, но вместе с тем любой тест, если ты к нему не готовишься, он сложный. Если ты хорошо подготовился, была возможность, потому что заранее проинформировали о том, что будут тесты, каким образом там и портфолио там мы писали, и проекты свои защищали, и сдавали всевозможные тесты. То есть я не скажу, что они были легкими, однозначно. Для меня это тоже, я вот как в самом начале сказал, что это определенный, можно так сказать, такой срез того, каким образом есть готовность. Но так как я из предпринимательской сферы, имею экономическое образование, много вопросов были просчитаны именно по моему мнению, из расчета математического склада ума. То есть расчеты, все. И даже когда мы защищали несколько моделей, у нас были офлайн проведены встречи, где нас вводили в какую-то стрессовую ситуацию, где нам приходилось мыслить не стереотипно. И мы вот такие логические предлагали решения. И после этого я понял, что над созданием тестов работали не только экономисты и финансисты, работали психологи, хорошая команда работала, которая, в принципе, нас тестировала в разных ситуациях. Поэтому сказать, что они легкие, это невозможно сказать. Я думаю, что они были
хорошо подготовлены для того, чтобы... Ну и посмотрите, кто вошел в 300. Это люди, уже имеющие хорошее высшее образование, кто-то учился за границей, кто-то имеет просто свой жизненный и профессиональный опыт. Я думаю, что простые тесты бы ребята, которые там не имеют определенный объем знаний, наверное, не сдали бы. Поэтому я считаю, что они компетентно были подготовлены, но они не были легкими. Как вы думаете, почему стоит вообще себя попробовать в кадровом резерве? Важно было, и на сегодняшний день президент об этом постоянно говорит, обновление полностью государственного аппарата. А как оно может пройти? Оно может, когда есть определенный пул и список тех людей, которые вот готовы, которые находятся на скамейке ожидания, так можно сказать. Да? И задумка основная в том, что за счет обновления кадров и страна поменяется. Да? То есть разные подходы, современные подходы. Никто не говорит о том, что наши наставники, наши коллеги, старшие коллеги, которые что-то делают, что-то они делали не так. Все правильно делали, но меняется время, меняются подходы. Они тоже нас учили. Мы тоже до сих пор прислушиваемся, и в трудной ситуации мы приходим к тем людям, которые когда-то нам этому научили и когда-то нам это правильно объяснили. Поэтому я думаю, что в целом в строительстве нового Казахстана очень важно, чтобы были новые кадры с другим подходом, наверное, устройства государственной службы. Вот ваше мнение, вот одним из требований было возраст 35 лет ограничения, да, как вы сказали, вы успели. Я успел, я запрыгнул в последний вагон. Вот ваше мнение, стоит ли вообще увеличить возраст? Я считаю, что возраст 35 это достаточно правильно, потому что уже человек, которому за 40, это уже другого плана специалисты. Ну, я понимаю, что сейчас в мире вообще обсуждается, что молодые люди до 45 все молодые. Но решение, я считаю, в принципе правильное. Илья Сергеевич, вы как депутат нескольких созывов много лет работаете в общественной и идеологической сфере области, при том, что еще успешно. Учитывая ваш многолетний опыт в этой сфере, рассматриваете вы вообще переход на государственную службу? Я думаю, что если на то время будет такая возможность и будет предложена мне государственным органам, который подходит, наверное, по моей структуре, моей работы. Да, я однозначно это предложение приму, но вместе с тем я хочу сказать, что вот сегодня оказано доверие моих однопартийцев. Те задачи, которые передо мной поставил партактив, центральный аппарат партии, они будут выполнены. Для меня это приоритетное направление. 20 декабря текущего года прошла областная конференция, и вас избрали председателем областного филиала партии. За год было проделано много работ, на вас была возложена большая ответственность. Вы, как член президентского молодежного кадрового резерва, какими достижениями можете поделиться? Ну, для меня первое достижение к тому, что после карантина мы постепенно вернулись в стадию нормального человеческого общения. Вот за годы 19, за 20, 19, ну, часть 19-20 года не работали социальные объекты, было ограничено транспорта. И я очень рад, что вот именно вот в этот период мы как-то оперативно среагировали. И тогда была инициирована центральным аппаратом, руководством нашей страны акция «Бызбыргемыз», и мы порядка 14 800 с лишним продуктовых наборов развезли только по области. Мы когда по электоральному периоду ездили, и вот это общение, оно подзарядилось. Для меня, к примеру, электоральный период очень послужил тем, что это определенный срез. Да? Мы собрали более 2500 наказов с населения. Мы составили карту социальных вопросов, которые поднимает население. Мы внесли свои поправки, предложения в поправки в действующее законодательство нашей страны. Мы инициировали 5 или 6 запросов депутатов Мажилиса парламента. Мы организовали порядка 40 общественных заседаний общественных советов по 12 направлениям. И что касается именно достижений, я думаю, достижения в первую очередь тому, что страна меняется. Многие люди, вот даже мы по первым дням в Экибастузе, можно сказать, что мы заходили в первые 3 дня в дома, в квартиры. Население говорило: да, вот холодно, мы ждем, сейчас отопление запустится, да, спасибо там за обогреватель, спасибо за одеяло. Но это не тот кейс, которым я бы хотел бы сказать, что вот мы там такие герои, мы по Экибастузу что-то сделали. Это наша работа общественно-политическая, волонтерская. Поэтому для меня достижение, что много вопросов на сегодняшний день
на контроле у наших государственных органов, и они постепенно решаются. Вот, поэтому как бы достижений много, просто нужно идти в ногу со временем с достижениями. Что касается работы, ну у меня там есть несколько слайдов, да, вот вы знаете, что мы прошли электоральный период, это вот наш штаб, я считаю, тоже это достижение. Почему? Потому что это штаб коалиции. Это не был чисто штаб партии Аманат. Да, я возглавлял его, но у нас, между прочим, очень хороший получился контент, взаимодействие с представителями других партий. Народной партии Казахстана, партии Акжол, представителями общественных объединений. Да. Здесь и представители Народной партии стоит, вот Илья Мухортов, Акжола, гражданский сектор, наши ветераны. То есть эта работа, она была на системной основе, и я думаю, что вот такую работу мы будем проводить и проводили. Вот это достижение. Но это не чисто мои достижения, это достижения наших общественных объединений, нашей команды. Я вообще не люблю, когда один человек на себя присваивает какие-то ряд. Это достижение совместной работы. И в заключение, какие вы могли бы дать пожелания молодежи нашего региона? От себя лично я хотел бы всей нашей павлодарской молодежи, казахстанской молодежи, в первую очередь поздравить с наступающим новым 23-м годом, пожелать, чтобы все ваши задачи, все ваши планы, они обязательно реализовались. Никогда не сдаваться, всегда вникать во все вопросы, которые происходят в нашей стране, предлагать свои инициативы, участвовать, вот если будут, я думаю, еще будут такие возможности попасть в президентский кадровый резерв, будет донабор, ну об этом, наверное, уже позже объявят, когда у нас же тоже есть определенный момент, по каким образом там кто устраивается, кто выходит на работу. Я, к примеру, работаю в общественной сфере, да, но вместе с тем я считаю себя ПМКРовцем и свои достижения все тоже связываю с президентским кадровым резервом. Вот. Хочу пожелать всем целеустремленности, удачи, успехов. Ничего не бойтесь, беритесь за все новые инициативы, предлагайте хорошие проекты. Вместе с тем хочу тоже обозначить, я всегда на связи, готов, какие вопросы коммуникации нужно выстраивать. Пожалуйста, через социальные сети, в Фейсбуке, в Инстаграме пишите. Если я всегда нахожусь на работе, Кривенко 25А, здание партии Аманат. Но я думаю, что у нас очень в Павлодаре молодежь, кстати, в президентском кадровом резерве очень хороший процент именно павлодарцев. Не только те, которые с Павлодара, еще и те ребята, которые живут в других регионах, ну, родом выходцы с Павлодарской области. Поэтому я думаю, что у нас все получится. Самое главное вместе друг друга поддерживать. А поддерживать каким образом? Чтобы развивалась наша страна, наш общий дом, Республика Казахстан. Спасибо за ответы, Илья Сергеевич. Благодарю вас за участие в нашей программе. Вам тоже хочется пожелать всего хорошего, успехов и с наступающим, конечно, Новым годом. Всем спасибо. До новых встреч. С вами была программа «Елге Қызмет».